Как уйгуры сделали из простого Темуджина великого Чингисхана. Как только была пробита первая караванная тропа из Китая в Средиземноморье, там прочно обосновались уйгуры. Уйгурские государства находились в самой сердце знаменитого Великого Шелкового пути, устроив повсеместно в своих землях укрепленные и охраняемые караван-сараи, снабжая караваны всем необходимым, давая отдых и собирая пошлину с каждой группы товаров, уйгуры стремительно богатели. Легенды о богатстве уйгурских купцов и предприимчивости стали известны даже у европейцев Венеции и Генуи. Главный исторический момент рубежа XII века – появление в семье Йосугея Богатура малыша по имени Темуджин. Уйгуры все еще глубоко переживали утрату великого уйгурского каганата из-за экологической катастрофы в Великой степи в 840 году, которая на сотни лет стала непригодна для кочевой жизни. Но период исторического безвременья Великой степи подходил к концу. Уйгуры были готовы к новым великим свершениям. Так уйгуры нашли неизвестного никому степного вождя Темуджина и сделали его Чингисханом, самым знаменитым историческим персонажем всех веков. Именно уйгур Тататунга в 1206 году короновал Темуджина и вручил ему символ власти – государственную печать. Только после этого Темуджин стал именоваться Чингисханом, а кочевники Великой степи Цезубу – монголами. Монгольскому хану предстояла война с чжурдженями. Этого от него требовала вся степь. Но для любой войны нужны деньги. Уйгуры деньги дали. Именно на деньги уйгурских купцов молодой Чингисхан смог выжить, снабдить первые тумены прекрасным снаряжением и оружием, лучшими наемниками Великой степи. А что же взамен получили уйгуры от завоеваний Чингисхана и его сыновей? Уйгуры стали для монголов учителями. Алла-Адин Ата-Малик ибн Мухаммед Джувейни писал: так как у татар не было письменности, то Чингисхан повелел, чтобы дети татарские выучились грамоте у уйгуров, и те его законы и повеления, Есави Эхкам, запечатлели бы на свитках. И это, все записанное уйгурскими письменами, называют Великою книгою Еса, Ясанаме-е-Базорг. Великие ханы находились под влиянием рассказов уйгуров о величии уйгурского каганата и хотели видеть в монгольском государстве его наследника, которому предназначено создать новую степную империю, равных которой после великого уйгурского каганата не существовало. Поэтому монголы приняли решение об основании своей столицы на месте бывшей столицы уйгурского каганата. Монголы верили, что это должно принести им такую же великую силу и удачу, как уйгурскому каганату. Так, центром монгольской империи стала долина Архона на Атюкене, священная земля уйгуров. А священная земля монголов, гора Бурхан-Халдун, осталась только некрополем монголов клана Барджигин. Преференции монголов торговому синдикату уйгуров трудно переоценить. Уйгурским купцам были нужны товары для торговли. Они могли скупить у монгольских воинов любое количество добычи, разумеется, по дешевке, так как были монополистами. Монголы, покоряя государство, особо оговаривали свободное и беспошлинное прохождение особых торговых караванов. Так чьи же они были, эти особые торговые караваны? Конечно, 99% уйгурские. Чингисхан же получал свою плату за услуги. Его войско снабжалось по договору с Идикутом Уйгурии просом, основной продукт питания армии, и шелком, вознаграждение командному составу. Монголы завоевали крупнейшие торговые восточные государства, и все торговые города перешли под контроль и учет уйгуров. С развитием государства монголам были необходимы грамотные чиновники. Уйгурские грамотеи немедленно предложили свои услуги и получили должности не менее выгодные, чем даже торговые сделки. Чтобы поддерживать финансовый порядок на огромных территориях и снабжать регулярную огромную армию за счет налогов, была развернута единая фискальная система. Тысячи грамотеев уйгуров оперативно провели переписи населения, оценили уровень доходов сословий, создали гибкую систему налогообложения. Она была просто скопирована с уйгурского каганата. 10-я часть во всем с покоренных народов, закон времен уйгурского каганата. Всего 3 раза за тысячелетнюю историю шелкового пути империи контролировали его главную, самую прибыльную часть. Это были уйгурский каганат, империя Чингисхана и государство Амира Тимура.